нас ждет. Пожали руки. Очень крутая схватка двух джиттеров. Слушаемся Один из них прошел в первом раунде дзюдоку, второй прошел самбиста. И теперь, причем очень быстро они это сделали в первых раундах. Теперь, я думаю, когда два джиттера столкнулись друг с другом, мы увидим очень красивую борьбу. Я думаю, даже экстра раунд будет очень-очень красивым. Енді екеуі де бір-біріне өте ұқсас джиу-джитсу және грэпплинг. Жалпы бұл жерде енді джиу-джитсу болғандықтан қазір көріп жатармыз. Бұл жерде кимоно болғаннан кейін, дзюдоки болғаннан кейін ауырту әдісін жасау өте көп амалдар бар. Және алғашқы айналымда Руслан Исраилов Бегар Садуақасты 1 минут 01 секундта жеңсе, ал оның қазіргі қарсыласы Антон Дмитряков 31 секундта Әлібек Зекеновті жеңген болатын. Осындай ақпарат бар бізде. Және қазір. И теперь-то схватки быстро не закончатся. Тут оба мастера сабмишенов и будут, если атакуют, то уже примерно предполагаем, его соперник будет знать, как защищаться. Вот в этом сейчас, наверное, можно сейчас сказать, что мы не на аматор-рестлинге. Мы сейчас на соревновании два чемпиона мира по джиу-джитсу. Мы как будто на финале чемпионата мира по джиу-джитсу, можно даже, да, сказать? И әлбетте Азия чемпионы және джиу-джитсудан. Онда ескере кету керек. Және бұл жерде таза спорт тілімен айтатын болсақ, джитсерлер арасындағы финал деп айтуға болатын шығар. Да, пытается сейчас Руслан Исраилов вытянуть ногу. Делает прием. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И как это быстро было! Скрутил пятку Руслан Исраилов в первом раунде. Понадобилось ему всего 1,5 минуты для того, чтобы это сделать. Да, и видно было, не форсировал события, медленно, но верно забрал ногу. И видно, что сейчас Антону Дмитрию вообще, Дмитракову, извините, прям неприятно. Енді өкше қайыру әдісі, аяқ қайыру әдісі бұл өте бір қауіпті әдістердің бірі. Және сенімді түрде Руслан Исраилов. Уважаемые друзья, схватка была остановлена на 1 минуте 30 секунде первого раунда болевым приемом Heel Hook. Победу одержал Руслан Исраилов. Можно с уверенностью сказать, что Руслан Исраилов один из лидеров. Аплодисменты его сопернику Антон Дмитраков. Этот прием, который я ему сделал, обычно на тренировке я его никогда не делаю, потому что по определенным правилам его нельзя делать, поэтому, может, он поэтому не готов был к этому. Руслан, все сообщество джиу-джитсу ждали этой схватки. На сегодняшний день вы с Антоном являетесь два лучших борца, можно сказать, Казахстана. Оба обладатели черного пояса, оба титулованные. Но у всех был бы вопрос, разница в 30 килограмм. Все равно шансы были у Антона. Что произошло? Ты также настраивался. Как ты к этой цели пришел? Мы с Антоном друг друга хорошо знаем. Вместе на соревнования готовимся, вместе тренировались, поэтому друг друга очень хорошо знали. То есть вы раньше боролись, до этого побеждали вы Антона или как было? Мы на тренировке постоянно боремся, поэтому друг друга хорошо знаем. То есть на тренировке вы его побеждали? По-разному, он меня, я его. На официальных соревнованиях вы впервые его победили? Второй раз. Да. Руслан, поздравляю. Здесь все твои фанаты, они болеют за тебя. Они думают, что ты сегодня будешь победителем. Желаю тебе удачи. Проходи на следующий круг. Антон, как так вышло? Может, я думал, ты сегодня именно настроишься на турнире и одержишь победу над Русланом. Вы оба являетесь тренером. Ты тренер нашего клуба КТТ Топ Тим, но сам Руслан Исраилов также выходил с данного клуба. Он сейчас является главным тренером в клубе АИГА. И настраивался ли ты на победу, или ты сразу вышел, думал, что ты проиграешь? Как это так? Конечно, нет, настраивался на победу, само собой. Смысл просто так выходить. Уже там в моменте понимал, в принципе, что он заходит на пятку, почти вытащил колено, но из-за того, что в кимоно, как правило, с пятками мы не боремся, и тяжело защищаться в такие моменты, именно в крутке от пяток, поэтому, собственно, не успел, чуть попался.
бывает, что сказать. Это можно объяснить тем, что во время атаки болевым хил-хук, который называется атакой пятки, при схватке в ноуги, соответственно в рашгарде, в грэпплинге, можно легко изворачиваться, выкручиваться и, соответственно, защищаться. Но в кимоно создается трение между одеждой, что не позволяет человеку вытащить свою ногу, и оттуда он просто остается в безвыходной позиции, и оттуда ломается или рвется крестообразная святка. Соответственно, поэтому у нас очень быстро закончилась эта схватка. Спасибо, Антон. Я думаю, ты к следующему турниру уже подойдешь по всему, совсем по-другому. Подготовишься как раз-таки, будешь работать над ошибками. Но мы в тебя верим. Спасибо тебе за участие. От нас такой подарок в размере 100 000 тенге от нашей борцовской лиги. Спасибо.